Так, ну, всем добрый день. Собственно, в скором времени, я думаю, буквально через 3 минуты начнем наш вебинар, пока технические моменты именно вот с подготовительного этапа еще проходят, так что не переключайтесь. Мы скоро начнем. Тут должна быть красивая рекламная вставка или какая-нибудь шутейка. А мы участников не можем увидеть же, да? В зуме кто подключился. Вот такие фиксики, больше всех порядок. Нам, кстати, нужен будет чат, наверное. Вопросы, кто будет? Мало ли, может быть, в процессе подключения что-то будут писать. О, благодарочка. Только не такой большой, а то закрывает обзор, по-моему. Да. Но... Так, ну, всем добрый день, пользователи Zoom, пользователи YouTube, кто у нас сидит и в Zoom, и в YouTube. В скором времени мы начнем, я вижу, ребята уже подключаются. У нас в Zoom, по-моему, пока 13 человек же, да? Активных пока пользователей. У нас буквально вот минута. У нас же по часам все правильно, все верно. Вот. И достаточно интересная, важная и подробная тема, на котором, я думаю, мы должны будем уделить особое внимание. Я могу без звука подключиться в Zoom. Да? Цифры делаешь? Чтобы чат смотреть. Давай. Ну, мы же знаем, что ты количество просто делаешь. Ужас. Надо бы тоже всех заставить включиться. Можно больше цифр. Смотрите. 16 человек. Неплохо. Все. Время йог, да? Я думаю, можно начинать. Так, всем еще раз добрый день. Вас приветствует, собственно, команда Единого ресурсного центра. Сегодня вебинар будем проводить мы, Дмитрий Куприянов, менеджер Единого ресурсного центра, и Григорьева Сардана, эксперт-аналитик. Ага, вот. Сегодня у нас достаточно важная и очень интересная тема, поэтому мы решили немного расширить наши платформы, поэтому у нас помимо записи Zoom-конференции у нас идет еще прямая трансляция на YouTube, и, конечно же, хотелось бы отдельно поприветствовать пользователей Инстаграма, тоже, потому что в этой платформе у нас также проводится прямой эфир. Поэтому записи нашего сегодняшнего вебинара вы сможете увидеть на всех 3 платформах. И, в принципе, если останутся какие-либо вопросы или какие-то моменты, если вы не поймете или упустите в горячке потока ценной информации, вы, конечно, можете их посмотреть записи на этих же платформах. Так вот, тема сегодняшнего нашего разговора – это составление бюджета и технические особенности заполнения заявки на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутии на текущий период, на 2021 год. Собственно, план нашего вебинара будет следующий. Сперва мы поговорим о том, о чем стоит беспокоиться перед подачей заявки, технические аспекты заполнения заявки на сайте и, конечно же, самое важное, самое главное, бюджет проекта. Собственно, первые 2 темы расскажу я и потом передам слово моей коллеге.
Но не будем долго останавливаться на вступительных моментах, пойдем непосредственно по материалу. О чем стоит обеспокоиться перед подачей заявки? Конечно же, очень много моментов стоит над тем, что мы вообще изначально пишем социальные проекты, и написание самой заявки на грант, он достаточно важный и достаточно сложный аспект. Очень многие пишут проекты годами, месяцами, и в редких случаях, конечно же, бывает так, что пишут хорошие проекты за неделю или за день. Вот. И в горячке всех этих событий забывается порой достаточно казусные моменты, из-за которых в прошлом году, например, в первом конкурсе грантов главы, очень много заявок слетело из участия, и поэтому, собственно, стоит вопрос актуализации именно этих моментов. Так вот, первое, о чем вам стоит обеспокоиться, о чем принять внимание, это удостовериться, что у вас нет непогашенных пеней, задолженностей и штрафов, субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная или же неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Саха-Якутия. Достаточно просто сделать запросы в налоговую и в иные инстанции, проверить, отчитались ли вы по всем вашим грантовым конкурсам, по участию по всем своим проектам. Потому что в данном конкурсе, даже если у вас есть пени или же задолженность в размере даже 50 копеек, или же там, не дай бог, 3 копеек, вы просто не будете допущены к конкурсу по первичной проверке, собственно. Поэтому сходите обязательно в банк, уточнитесь в налоговую, уточните все эти моменты, нет ли у вас пеней, штрафов, непогашенных долгов, потому что этот момент, он достаточно важный. Следующим пунктом, конечно же, является то, что читабельны ли ваши сканированные документы. Сканированные документы — это, как правило, устав, форма подтверждения заявки или же иные прилагаемые документы. Это письма поддержки, может быть, какие-либо презентационные материалы. Зачастую бывает так, что одним из критериев, собственно, проверки документов у нас является читаемость этих самых документов. Поэтому, если они не читабельны, если там не хватает каких-либо листов, каких-либо документов, или же они в принципе читабельны, но плохого качества, к сожалению, эксперты не поставят хорошие баллы, или же вы просто не пройдете первичную проверку. Поэтому отсканируйте документ в хорошем качестве в формате PDF в обязательном порядке, и обязательно проверяйте все сканируемые листы на факт наличия этих самых листов и качества его изображения. В современном веке очень много интересных самых различных сканеров имеется. Есть те, которые вот пачками сканируют, есть те, что по листу, и в том и в другом случае бывает так, что очень много бывает потерь, как целых листов бывает, такие случаи, качество картинки. Здесь вот приведены, собственно, например, вот постановления, которые бывает попадаются такие варианты, и они относятся к классу не самых читабельных вариантов, поэтому внимательно обращайте на это особое внимание. Непосредственно по техническим аспектам заполнения заявки на сайт. В отличие от прошлого года, сайт достаточно сильно изменился. Сайт даже сейчас, подобно хорошему борщу, наверное, скажем так, рецепты ее постоянно дорабатываются, поэтому сайт тоже активно меняется изо дня в день. Поступает множество вопросов, множество моментов, аспектов по улучшению и доработке этого сайта, поэтому обращаю внимание на то, что некоторые пункты при заполнении сайта стали либо обязательными, либо необязательными, поэтому обращаю внимание на знак звездочки. В некоторых пунктах они остались обязательными, в некоторых случаях эти поля перестали быть обязательными к заполнению. Вот, то есть каждый пункт обязательный для заполнения, они отмечены звездочкой. По пункту организация заявителей. Теперь с этого года появилась функция автозаполнения. Заполняется оно номером ОГРН.
То есть во вкладке номер 1 ОГРН вы вписываете свои данные ОГРН, цифры, и затем кликаете кнопку автозаполнения. Таким образом у вас должны выйти следующие данные, автозаполнение должно получиться, и все ваши необходимые данные, полное наименование, сокращенное наименование, согласно перечни Министерства юстиции, будут заполнены. Если у вас не получается автозаполнение, проверьте правильность ввода данных, или же если даже все данные будут правильные и все равно это не получается, придется вводить данные вручную. К сожалению, эта система не является прямо таким вот идеально сформирован, все-таки бывают иногда различные эксцессы, поэтому если не получается, это не значит, что у вас что-то неправильно или что-то не получается, скорее всего просто появились какие-то технические неполадки, поэтому вводите просто данные вручную. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить», конечно же. Вот. Во вкладке «Бюджет» также появились некоторые особенности. Теперь в полях заработной платы необходимо написать не менее 100 символов. В вкладках, например, вот, как вы видите, оплата труда штатных работников, оплата труда КБХ, как вы видите, сумма символов должно быть от 100. И если вы, допустим, описали деятельность, собственно, людей, которые будут получать у вас необходимую плату труда, но у вас не происходит процесс сохранения, либо у вас недостаточно символов, либо есть какие-то определенные моменты, которые не могут считать, собственно, сайт. Также в поле «Страховой взнос» появилась формула подсчета и ограничений согласно формуле, поэтому если у вас также не вводится, не сохраняются документы или же сумма не вводится, у вас выйдет командная строка информационная, то есть подтвердите действие на сайте, и там уже будет сказано, сумма страховых взносов не должна превышать определенного процента. И если я правильно понимаю, собственно, будет некоторый подсчет ваших цифр, но об этом, собственно, потом уже также будет рассказано. Вот. Одним из также важнейших пунктов является то, что после каждого внесения изменений вам надо будет обязательно нажимать кнопку «Сохранить». Дело в том, что на сайте имеется такая функция, как автосохранение. Работа она через каждые 10 секунд, то есть через каждые 10 секунд редактирования у вас будет производиться автоматическое автосохранение. Но тут есть такой момент, что автосохранение так или иначе работает в определенные периоды по времени. Поэтому если вы после этого ввели определенные изменения, конечно же, нажимайте кнопку «Сохранить». Это важно, потому что может быть так, что у вас данные могут потеряться, и тогда, собственно, вы можете потерять некоторые свои данные. Ну и, конечно же, мы рекомендуем вам также перейти на наш сайт. Там есть вкладка «Карта гражданских инициатив», там вы можете опубликовать свой проект. Это будет достаточно интересным и важным моментом для вас, потому что у нас есть такая вкладка, как информационная открытость организации, информационная открытость проекта. И здесь вот наш сайт, наша карта гражданских инициатив позволяет вам быть немного все-таки информационно открытыми и зарабатывать дополнительные баллы. Поэтому заходите, авторизируйтесь, публикуйте свои проекты и потом копируйте ссылку с нашего сайта, собственно, в вашу заявку. Это действительно работает, и это очень большие, хорошие проценты к победе дает. Также сообщаем вам о том, что на данный момент проходит конкурс. Вы можете перейти на сайт по вкладке по ссылке yakutia.неравнодушныйгражданин.рф и подать заявку на общественную премию «Неравнодушный гражданин» по, собственно, вашему направлению заявки тоже. Существует, собственно, 5 направлений, они достаточно широкие, поэтому почему нет? Мы все с вами общественники, мы все с вами ведем деятельность, и почему бы нет, если бы нашу деятельность отметили, это тоже достаточно хороший плюс и бонус. Ну и я думаю, могу передать слово моей коллеге, собственно, о самом главном, о бюджете проекта. Всем еще раз добрый день. Сегодня мы поговорим про бюджет проекта. И хотелось бы сказать о том, что, во-первых, бюджет проекта – это совокупная стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте. Также средства гранта – это
запрашиваемая сумма и плюс софинансирование. То есть бюджет проекта состоит из средств гранта и также средства софинансирования. В софинансирование включается собственный вклад организации, который будет использован при реализации проекта. Общие принципы составления бюджета – это обоснованность планируемых расходов, то есть календарный план соотносится с бюджетом проекта, реалистичность, то есть рыночная цена и детализация статьи расходов. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость результатов. Также собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта. Согласно методическим рекомендациям по подготовке бюджета проекта, он утвержден Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Вы можете найти эту методические рекомендации на сайте грантов главы Республики Саха-Якутия. И согласно нему, какие расходы запрещены за счет средств гранта. То есть осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям. Осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, предусмотренным статьей Федерального закона о некоммерческих организациях, оказание финансовой и материальной помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам или организациям, поддержка политических партий, проведение митингов, демонстраций, пикетирований, фундаментальные научные исследования, уплата неустойки, пений, штрафов, производство, реализация товаров, выполнение работ за оказание услуг в рамках госзаказа. Также запрещено приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, капитальное строительство новых зданий, расходы на приобретение алкогольных напитков, табачной продукции, приобретение автотранспорта, за исключением спецавтотранспорта, признанного таковым в соответствии с федеральным законодательством. Вы все это можете найти в методических указаниях, но у нас тут есть пояснение. В прошлом вебинаре были вопросы по как раз капитальному строительству, благоустройству и по спецавтотранспорту. Да? Вообще капитальное строительство – это процесс возведения объектов, который включает фундаментальные работы, монтаж опорной конструкции, ограждений и подвод коммуникаций. Ключевая характеристика капитального строительства – это проведение земляных работ по обустройству заглубленного фундамента, который связывает участок земли и капитальное строение, расположенное на нем. И в свою очередь капитальное строение – это готовое жилое или нежилое здание или сооружение, неотделимо связанное с участком, на котором оно расположено. Такое строение невозможно демонтировать или перенести на другой участок. Для сравнения, некапитальное сооружение можно разобрать, перевести, собрать на другом месте и использовать по назначению. К некапитальным сооружениям можно отнести киоски, навесы или какие-то вот временные сооружения, да, получается. И то есть, согласно методическим указаниям, расходы на постройку и на капитальное строительство, также реконструкцию зданий, которая включает, например, прокладку новых сетей, каких-то газа, водоснабжения, может быть, все это запрещается. По специальному транспортному средству, транспортное средство относится к специализированным, если в нем должно быть оборудовано, предусмотрено заводской конструкцией автомобиля, либо должно быть зарегистрировано как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. И тут приведены некоторые разновидности спецтранспорта. Это автомобили, мотоциклы, автобусы оперативных служб полиции, например, медицинские, скорая помощь, пожарные автомобили и так далее. Да? Специализированное транспортное средство предназначено для перевозки определенных видов грузов, и спецтранспорт предназначен для выполнения каких-то специальных функций. То есть, если вы собираетесь приобретать, например, машину скорой помощи, медицинской помощи, например, да, то это можно, в принципе, отнести к спецтранспорту,
Однако легковые автомобили, например, такие как Суксид, там Волга и так далее, вот такие автомобили не рекомендуются и даже запрещается приобретать за счет средств гранта. Уполномоченный орган говорит то, что в принципе прямых запретов нету, да, на приобретение вот, автотранспорта, однако все это нужно обосновать хорошо, да, почему именно вам нужен такой автотранспорт, и заявку все равно рассматривает эксперт. И также обоснованность, необходимость тоже рассматривают эксперты. Что касается вот нормативно-правовых актов, да, тут есть регламент вот Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, да, можете найти в интернете, тоже прочитать. И также постановление правительства об утверждении правил перевоза грузов автомобильным транспортом. Перечень спецтранспортных средств там в принципе приведен, но однако список открытый. Не рекомендуются расходы на регрантинг, за исключением грантового направления выявления поддержка молодых талантов в области культуры и искусства, в том числе благотворительные пожертвования в денежной форме, приобретение путевок, фундаментальные научные исследования, создание новых памятников, монументов, непредвиденные расходы, а также недетализированные прочие расходы, и издание рукописей при фактическом отсутствии иной деятельности по проекту. То есть вот эти расходы не рекомендуются, но они не запрещены. При хорошем обосновании их, в принципе, можно включить в проект. И тут приведены на слайде за счет средств гранта разрешаются какие расходы. Да? Это оплата труда штатных работников, включая НДФЛ, выплату физическим лицам по договорам оказания услуг, страховые взносы штатным работникам и по договорам ГПД, командировочные расходы, офисные расходы, приобретение, аренда спецоборудования, разработка и поддержка сайтов, оплата юридических, информационных и так далее. Далее тут на слайде видно по статье оплата труда штатных работников и приведен пример, как должны расписываться расходы именно в этой статье. Мы вам советуем прописать в комментарии расчет часов работы, сколько часов в неделю, например, этот специалист будет именно работать по этому проекту, да? Обоснование размера оплаты труда. В методических указаниях также были прописаны вот прожиточный минимум по Республике Саха-Якутия, да, для первой и второй зоны. Или можете, например, взять среднюю заработную плату. Да? Или если это труд волонтера, можете, или какие-то услуги за свой счет, например, софинансирование, можете взять среднюю рыночную стоимость и так далее. Должен быть обязательно прописан функционал. Да? Например, методист-тренер в рамках этого проекта именно что будет делать. Можете, точнее нужно даже, да, конкретно привязывать к определенным мероприятиям. Например, в рамках этого мероприятия он будет делать что-то, то-то, да. И количество софинансирования тоже обязательно пропишите. И также стоит, вот, например, стоит сумма 25 тысяч. Это сумма с учетом налога НДФЛ, да. То есть на руки он получит 21 750 рублей, но вы пишете, например, то, что тут 25 тысяч. И это надо тоже учитывать. И удобно, если суммы, да, оплата труда – это целые числа, и указывается стоимость с учетом вот, да, НДФЛ, и общий фонд это составляет 25 тысяч. Так, идем дальше. В случае, если вот привлекаемый по гражданско-правовому договору человек является самозанятым, то не нужно предусматривать страховые взносы, с выплат и НДФЛ тоже не нужно, да. Но о статусе самозанятого рекомендуется в комментарии также прописать, да, чтобы эксперт прочитал и понял, как вы все это рассчитали.
Также по договорам ГПХ НДФЛ тоже включается, с учетом НДФЛ сумму вводите, и также нужно все очень подробно расписать. По статье страховые взносы я вам советую, например, сделать как в фонде президентских грантов, да, чтобы было удобно. На портале грантов главы этого нету, но вы можете сами прописать, что, например, вот страховые взносы с выплат штатным работникам все в одну сумму, так как там проценты по страховым взносам могут быть разные, да, точнее, они разные. Тут приведен пример по пониженному тарифу 22 для трудовых договоров срочных. И также страховые взносы по гражданско-правовым договорам 20%. Расчет тоже внизу комментарии обязательно пропишите. И если говорить о непониженных тарифах, то для гражданско-правового характера договоров это 27,1% и 32% по трудовым договорам идет, да? И можете вот в комментарии прочитать: основанием для применения пониженных тарифов является принадлежность организации к одной из двух категорий. Это благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. И это также некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и работающие в области социального обслуживания граждан. При условии, что не менее 70% их годовых поступлений приходится на данные виды деятельности. Да? Это может быть научные исследования, разработки, образование, здравоохранение, культура, искусство, деятельность, например, театра, библиотек, музеев, архивов и так далее. Следующая статья у нас идет офисные расходы. Сюда можете включить, например, там, электроснабжение, коммунальные услуги, эксплуатационные услуги помещения, также, например, услуги предоставления интернет-трафика и так далее. В метод указаниях также есть, да, примеры, что можете включить. Не забывайте включать банковские услуги, да, комиссия банка. И также советуем, если включаете аренду или коммунальные там услуги, обязательно прописывать адрес помещений, да, что вы будете оплачивать, объем площади помещений, используемых в проекте. То есть не все ваше здание, да, а именно те кабинеты или те, например, залы, помещения, которые вы будете использовать в рамках вот этого проекта. И стоит прописать также, сколько часов в день, да, или в неделю будет использоваться этот проект, в течение там скольки месяцев, тоже надо обязательно прописать. И обязательно пропишите, по какому назначению и для чего используется это помещение. То есть, например, там будут проводиться постоянные регулярные там консультации или какие-то разовые мероприятия, семинары, тренинги и так далее. И укажите, в рамках каких мероприятий также используется вот это помещение. И, как я говорила ранее, сколько времени используется в проекте. Ну, по услугам, например, вот предоставления интернет-трафика, то тоже например, нужно указывать, какой у вас интернет-провайдер там подключен, да, сколько стоит по вашему тарифу там оплата в месяц, также сколько софинансирования и так далее. Можете, например, прайс-лист вот этой организации прикрепить и так далее. И также, для чего вам интернет нужен, да, тоже обязательно нужно прописать. По командировочным расходам. Тут, получается, по командировочным расходам учитывается проезд, суточное проживание для штатных работников. То есть то, что у вас в первой статье, для вот этих сотрудников вы можете тут прописать командировочные расходы. Командировочные расходы также обязательно пропишите маршрут, расстояние, стоимость проезда, цель выезда, в рамках какого мероприятия у вас все это делается, да, и каким транспортом, например, наземный транспорт, авиа, ЖД и так далее. Максимально нужно конкретизировать.
По статье приобретения, аренда спецоборудования, инвентарь и сопутствующие расходы, да, сюда включаете именно вот приобретение или аренда. Если вы приобретаете, то тут особо важно написать обоснование, да, потому что эксперт может подумать, а можно же вот это оборудование, в принципе, там на время проекта арендовать дешевле, да, будет, а не приобретение. И вы должны написать в комментарии именно вот обоснование, почему именно нужно покупать и приобретать вот это оборудование. Желательно прикреплять ссылки на товар, да, чтобы обосновать стоимость вот этого оборудования, цель, для чего будет использоваться оборудование, и его функционал в проекте. Сколько раз, например, ну, в месяц или в день, или можете посчитать, он будет использоваться или он будет использоваться там постоянно и так далее. По статье оплата юридических, информационных и консультационных услуг и также аналогичные расходы. Тут можете включить разовые услуги экспертов, там консультации различных узких специалистов, может быть, да, если они, ну, вы привлекаете организации, да, юридические организации, например, и можете включить ведение, например, бухгалтерской отчетности, если это аутсорсинг, оплата за оказание услуг, именно вот юрлицам и, например, ИП. Тут тоже советую всем прописать, например, если вы привлекаете психолога или юриста, да, вот разово на ваше мероприятие или какого-нибудь там, может, артиста, обязательно пропишите, сколько вот объем работы часов вы привлекаете, сколько стоит час работы этого специалиста и так далее. Также можете приложить прайсы по услугам, ссылки на сайты организации и прочее. Расходы на проведение мероприятий. Вот эта статья, это получается основная статья, где прописываются все расходы, ну, статья так и называется, расходы на проведение мероприятий. То есть все мероприятия в календарном плане, которые у вас есть, у них должны быть свои статьи расходов. Даже если это мероприятие вы делаете своими там силами, с помощью своих партнеров, да, вы все равно должны прописывать статьи расходов, если даже это за свой счет, вы должны это прописать как софинансирование. Если у какого-то мероприятия нету статьи расходов, то это экспертом может оцениваться то, что это мероприятие вообще не будет проведено, да. И сюда можете включить разовая аренда помещений, залов, оплату проезда участников проекта. И, кстати, если в командировочных расходах, ну, включаете только для штатных работников, а для тех сотрудников, например, которые у вас привлекаются по гражданско-правовым договорам, вы можете как раз сюда включить. И, например, вот возмещение проезда, да, можете написать именно команды проекта или участников проекта, можете сюда включить. Но за исключением вот суточных. Проживание и, например, отдельно можете включить питание. Все это можно сюда включить, и проезд также. Ну, сюда обычно включают там услуги экспертов или какие-то расходы, которые именно прямые расходы на мероприятие, каких-то расходные материалы и так далее. Да, издательские и полиграфические сопутствующие расходы. Сюда можно включить, ну, брошюры, например, до издания каких-то книг, сборников, сертификаты и так далее. И также тут очень важно обоснование, да, почему именно нужно издание вот бумажного варианта, да, каких-то, если вы методические рекомендации делаете или брошюры, и обосновать неэффективность, если рассылку, например, сделать материалов онлайн. Если говорить о примере, да, у нас по проекту «Ресурсный центр Арктика»
были как раз вот эти расходы на полиграфию и издание, да, мы обосновали их в связи с тем, что в некоторых арктических районах, например, нету вообще интернета, невозможно почтой направить электронной, да, поэтому мы всем им разослали по почте или забрали, например, представителей районов и уже вот доставили, да. И обязательно нужно продетализировать, сколько планируется тираж, сколько страниц, формат, тип бумаги и так далее. И в рамках какого мероприятия все это с календарным планом должно соотноситься. Раздел «Прочие прямые расходы». В данный раздел бюджета необходимо включать требуемые для реализации проекта расходы, которые не предусмотрены в других статьях бюджета. Такое может быть, да, но это не часто, но может быть. И при этом указание за счет гранта таких позиций, как на непредвиденные расходы, не допускается. Например, у нас вот по этой статье мы по одному проекту включили как раз вот спецконкурс, да, фонды президентских грантов, продуктовые наборы, да, и наборы, вот, например, маски, перчатки и так далее. То, что именно вот это называется, мы их включили в прочие прямые расходы, потому что они, получается, непосредственно вот на организацию мероприятия к ним не относятся, но они в рамках проекта предусмотрены. И давайте посмотрим вот типичные ошибки, которые вообще обычно бывает при составлении бюджета, да. И вот календарный план, бюджет, они должны полностью друг с другом соотноситься. Бюджет и обычно бывает такое, что в бюджет заложены расходы, не связанные с календарным планом. Вот, это вот первая ошибка, да. То есть, если расход в бюджете присутствует и он не соотносится ни с каким мероприятием в календарном плане, да, или, например, в комментарии не прописано, к какому мероприятию это относится, то это уже минус, да. В бюджете нет расходов на мероприятия проекта, указанные в календарном плане. Про это тоже ранее я говорила, то, что любое мероприятие должно иметь свою статью расхода. Даже если это мероприятие вы полностью за свой счет, бесплатно или с помощью там волонтеров, партнеров делаете, да, все равно это нужно указывать в бюджете проекта как софинансирование. Члены команды и функционал каждого не отражены в статье расходов оплаты труда. Указан вклад партнеров, но нет писем поддержки партнеров с описанием вида и объема поддержки. То есть там, где мы прикрепляем вклад партнеров, да, и там, где в бюджете у нас стоит софинансирование, например, нам зал предоставляет какая-то организация бесплатно, но этого нету в письмах поддержки, да. То есть в письмах поддержки, если вы включаете в бюджет вот аренда зала как софинансирование, и они вам бесплатно предоставляют, у вас должно быть соответствующее письмо, да, что в рамках какого-то проекта, этой организации мы, примерно там в каком-то месяце предоставляем зал бесплатно, да. У организации нет опыта работы с запрашиваемой суммой. Это тоже очень важный аспект. То есть там, где вот опыт организации, да, и вообще эксперт смотрит, например, вы запрашиваете 3 миллиона, или там 2 миллиона, или миллион, и смотрит ваш опыт работы, да, с такими суммами или вообще с таким большим проектом. Если у вас раньше были проекты только в рамках одного поселка или в рамках какой-то района или организации, и вы сейчас пишете на всю республику, да, очень объемный проект, у него могут возникнуть вопросы как раз по опыту работы вашей организации. И вы должны также обосновать, да, что, например,
вот новый проект, который вы подаете, он как раз типа вы выходите там на другой республиканский уровень, у вас есть соответствующий опыт, опыт команды есть, и вообще с такими суммами с такой суммой вы можете работать, да. Также нет подробного обоснования в комментариях. Все комментарии старайтесь очень подробно обосновывать, прикрепляйте ссылки, прайсы и так далее. Количественные результаты не соразмерно запрашиваемой сумме. Ну, тут получается именно вот сумма запрашиваемого гранта, эксперты, например, смотрят на одного благополучателя, да, по проекту, сколько затрачивается сумма гранта. Но тут могут быть исключения, например, при работе с в зависимости от категории, да, населения и от категории благополучателя. Так. То есть надо тут, наверное, отметить тот момент, что если, например, вы делаете проект для детей с ОВЗ, то на них может быть сумма выше, чем средняя стоимость на благополучателя. Обычно считается, что на благополучателя не должно быть, по-моему, больше 1,5. Ну, в фонде президентских грантов более 500 максимум, да. 1000 рублей. Но в случае, например, с детьми ОВЗ, с ОВЗ, когда и там, когда помощь им нужна более капитальная, и в таких случаях, если проект предусматривает возможные траты выше таких сумм, то это да, это допускается. Это зависит от в зависимости от ваших целевых групп, от проекта и ваших действий. Ну и, соответственно, эксперт будет смотреть уже в целом. И не стоит считать, что ваша целевая группа, она вся единственная такая, которую нужно тратить больше. И, конечно же, тут бывают некоторые исключительные моменты. Ну, я думаю, у нас с основными моментами вроде закончили же, да? Ага. Можно приступать к вопросам. Да, тут Эжана Атласова, собственно, первой задала вопрос. Как подтвердить документально при составлении проекта софинансирования? И как ее отразить при составлении отчета, если грант выиграли? Собственно, если я правильно понял вопрос, он звучит именно так. Так, например, в фонде президентских грантов, да, и в грантах главы такого прямого именно вот отчетности по софинансированию нету, да, ни в указе, ни в порядке. А так получается именно оценка, вот то, что софинансирование реально было, да, или именно по проекту вы, например, сколько-то вложились, показатель вот этого, это именно вот достижение ваших показателей, количественных и качественных. То есть это мероприятие, которое было заявлено, оно должно быть проведено, да. Если вы говорите, что у вас, например, вам зал предоставят бесплатно, вы пишете то, что это софинансирование, и вы действительно провели это мероприятие, то это означает, что то, что вы заявили софинансирование, вы эту часть исполнили, да. Никаких вот документальных таких отчетностей нету. Вы отчитываетесь за средства гранта. И так, при составлении отчета. Тут единственный момент я могу уточнить, что или добавить в данном случае, что будет очень хорошо, если, например, вот в презентационном материале у вас эти самые пункты софинансирования будут как-то отражаться, и если вы выиграете проекты и вам дадут, собственно, субсидии, то во время отчета эти материалы будут у вас хотя бы в виде фотографий. Мелькали фотографии. Допустим, да, обязательно. Допустим, у нас вот сейчас вот на экране вы видите, допустим, монитор, и мы можем сказать, что вот в рамках проекта мы проводим вебинар, и мы заложили как софинансирование монитор. И этот самый монитор, собственно, мы видим на скринах, на фотографиях, и это уже показывает то, что у нас, собственно, этот материал имеется у нас. И
Собственно, это мы и заложили как финансирование. Точно так же мы можем сказать, например, про площади. Допустим, вот площадь дается нам администрацией бесплатно. Ну, представим такую ситуацию. Можно даже сказать, что вот фон сзади, это тоже, вот, допустим, есть не что иное, как софинансирование якобы. Мы указали это в нашем проекте. И оно все, собственно, у нас виднеется непосредственно на фоне. Это уже вот получается факт того, что у нас эти материалы есть. В случае, например, с территориями, если нам дают, например, площади от администрации, то можно получить письмо поддержки от администрации, в котором будет прописано о том, что действительно организация работает, действительно они уведомлены о том, что они пишут проект на такую-то тему, на такой-то конкурс, и независимо от того, что, собственно, будет реализовываться проект или нет, администрация района предоставляет им эту площадь безвозмездно, то есть, соответственно, вкладывает на это собственные средства. Так, еще поступил вопрос Яковлева Александра. В какой форме можно отправить заявку на экспертизу? Вообще нам на экспертизу нужно отправлять полностью заполненную заявку, да, как мы это говорили ранее, так как невозможно оценить заявку без всех вот этих разделов, да, так как все разделы между собой связаны. Можете к нам обратиться по номеру вот 701-084, 8914-2 70 10 84, или же направить, собственно, сам проект на нашу почту resursenco@gmail.com. Также вы можете зайти на наш сайт erc-portal.ru, собственно, там, где у нас находится карта гражданских инициатив, и там есть раздел «Записаться на прием к специалисту», и таким образом вы можете направить проекты непосредственно напрямую к специалистам, то есть обратиться напрямую к специалисту с интересующей для вас темой. Возможно, вам нужна именно юридическая консультация, или же непосредственно по бюджету, или же какие-либо общие моменты в проектировании, то есть ко мне вы можете обратиться. Вот, достаточно удобная там форма существует именно обратной связи. Да, какие у нас еще есть вопросы? Обязательно ли софинансирование проекта? В грантах главы софинансирование проекта не обязательно, но это влияет на шанс победы. Да, то есть именно при оценке экспертом, да, проекта софинансирование приветствуется. Ну, вообще, да, существует некоторая такая формула, то есть 30% от запрашиваемой суммы у вас так или иначе должно быть софинансировано, чтобы вообще социальный проект считался таким ходовым, хорошим, качественным и, ну, таким вот логически правильно построенным. Поэтому даже если считается, что как такого софинансирования не обязательно, желательно все-таки ее иметь. На самом деле софинансирование это достаточно такой вот интересный аспект в проектировании. Это не обязательно финансы, то есть вклад партнера финансовый, это уже софинансирование. Волонтеры у вас работают, и труд волонтера это также исчисляется в некоторой финансовом эквиваленте 250 рублей трудочас. Даже если вы им не платите, это их собственный вклад, который имеет собственную цену. Даже если вы, собственно, сами работаете бесплатно в рамках проекта, это ваш, если вы считаете, что это ваш долг прямой, священный, или же жизненная кредо или карма, то так или иначе этот труд стоит определенных денег, и это опять-таки тоже софинансирование. Ну и софинансирование показывает именно необходимость, да, вы решаете какую-то социальную проблему и как раз вот актуальность вашего проекта. То есть именно только 100% на средства гранта, если у вас такой проект, да, то он будет оцениваться намного, например, да, актуальность, обоснованность проблемы вообще самого проекта намного ниже, чем у проектов, у которых софинансирование есть. Ну, то есть, если мы правильно понимаем, то это значит, что если кто-то еще вкладывается, если есть заинтересованность общества в этом, то она так или иначе будет вкладывать в это деньги. Я же это примерно правильно понимаю, да? Так, вот. Вопрос. Считается ли квадроцикл
спецавтотранспортом, если его необходимо применение в тушении пожаров в лесах и тундре. Так. Где у нас было? Так. Вопрос философский. Например, ну, на мой взгляд, да, если вот квадроцикл, и он именно вот оборудован специально для тушения пожаров, то он может, на мой взгляд, считается спецавтотранспортом, да, и при этом, то есть специально переоборудован под тушение пожаров. Ну, на факте, по-моему, таких случаев редкие, что прямо, во всяком случае, я видел на Западе в фильмах, когда были специализированные квадроциклы, по-моему, а в нашем случае в полосе России такую редкость, поэтому зависит от того, как вы обоснуете этот момент, Да. эту статью расходов, потому что, да, актуальность вопроса пожаров, это стоит на очень остром уровне, и все не понаслышке знают этот момент. И если для тушения пожаров действительно необходим квадроцикл, и именно приобретение, а не аренда, например, то да, в зависимости. Но я так Да, понимаю, ну, главное обоснование, Да. почему именно квадроцикл, да, и так далее. и я думаю, вы в И, этом например, вопросе- если это более экономичней, удобно, вы должны все это прописать, обосновать, чтобы эксперт это понял. Ну, и в данном Да. случае вы больше эксперты в этом вопросе, если это действительно необходимо, если без этого вот прям вот никак, вот прям никак, то да, я думаю, вы сможете доказать правильно. Тут еще вопрос. Критерий, собственный вклад участника конкурса, доп. Ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективу его дальнейшего развития. Это софинансирование, как считает этот критерий? Да, тут как раз получается именно собственный вклад участника конкурса, организации, да, и ресурсы, которые вам предоставляют партнеры, и также ну, привлекаемые на реализацию проекта, и также перспективу его дальнейшего развития. То есть там же есть, да, пунктик, именно дальнейшее развитие проекта, Да, есть и вы отдельный там пункт, насколько я помню. прописываете вообще, что будет после реализации вот этого проекта. То есть эксперт, например, смотрит, вот реализовали этот проект, а что дальше, да? Какие у вас планы? Дальнейшее развитие вот этого проекта, то есть, например, Долгоиграющий эффект тем более, если вы в бюджет проекта. залаживаете там приобретение какого-то оборудования и так далее, и, например, вы этот проект годовой реализовали, и куда все вот это вот оборудование, да, кому переходит и так далее. То есть именно их вот это вот интересует, и как раз вот этот критерий включает все вот Ну это и вот вместе. Долгоиграющие эффекты от проекта также входят в Да. этот раздел. То есть, вот, допустим, вот мы потушили пожары, и за счет этого, вот, например, вот территория становится более безопасной, что ли, можно так сказать. В случае, например, со цветами можно сказать, что вот, ну, или с деревьями. Мы посадили вот деревья, через 50 лет тут вырастет красивый лес. И прям мы будем ухаживать в течение, конечно же, этого времени за этим лесом, можно сказать, если мы действительно это будем делать. И я надеюсь, что вы действительно будете, например, это делать, если у вас, допустим, экологический проект. Так, также вопрос, если НКО участвует впервые, есть ли ограничения в сумме бюджета? Спасибо. Ограничений по участникам по бюджету по запрашиваемой сумме нету, но, как мы ранее говорили, эксперты смотрят на опыт организации. То есть, если вы, например, вновь созданная организация, да, не вновь, а недавно вообще, созданная да, организация, у вас нет опыта работы, и вы запрашиваете, например, Более 500, да, может, средства да. гранта, например, на 3-4 миллиона или даже, может, больше, или на миллион, да. Если смотреть по примеру, например, фонда президентских грантов, да, у них есть такой, ну, такого прямого тоже запрета нет, но обычно это проекты до 500 тысяч. И если это проект, например, на один поселок, село, населенный пункт, то
рекомендуемая тоже вот стоимость проекта 500 тысяч, может быть, конечно, больше. И все это зависит от вашего проекта, его содержания, обоснованности проекта, каких-то его особенностей, да, проекта. Да, и В зависимости там от направления и так далее. стоит понимать, что да, мы все решаем, возможно, какие-то глобальные проблемы для нас, но все-таки, если мы только созданы, все-таки надо думать более локально, более тут как с кредитами, всегда надо нарабатывать свою историю. И мы рекомендуем, во всяком случае, не лезть больше 500, если вы впервые вот только созданы, только входите в историю вот социального проектирования, социальных конкурсов, потому что сперва лучше поработать над имиджем, над тем, что да, вы действительно организация, которая может это сделать, может реализовывать такие крупные проекты. И, конечно же, бывают исключения, и вновь только созданные организации, они бывают, выигрывают большие суммы. Однако стоит понимать, что за этим стоит, возможно, очень сильная, очень крутая команда, за плечами которых может быть в частном порядке очень много реализованных проектов, или же, возможно, это команда, которая издавна реализует эти проекты подобного рода, и раньше они были объединением, может быть, общественным, не зарегистрированным, и уже на слуху у общества. И, собственно, им не надо доказывать, потому что за ними уже стоит множество публикаций, возможно, в СМИ, и у них уже есть хорошая история реализации проектов. И сейчас вот они просто доросли до того, что запрашивают деньги на реализацию своих вот проектов. Тут еще следующий вопрос. Поддержка ТОС, развитие общественных инициатив по благоустройству территории, что конкретно входит? Улучшение санитарного состояния территории, повышение комфортности, условий проживания граждан, что именно входит? Так. Ну, по благоустройству получается, например, построить там спортивную площадку или облагородить там имеющийся сквер, детскую площадку и так далее. Все это можно, да. Например, проложить асфальт к подъезд к площадке, например, да, если там есть яма. Это тоже можно. Да, все в принципе можно, кроме вот каких-то капитальных реконструкций, да, то есть это проложение систем отопления, газоснабжения и так далее. Но это нам прокомментировал уполномоченный орган, но прямых запретов на вот это, как вы видите, нету, да, какие расходы запрещены. Это все на ваше усмотрение. Да, надо просто, видите, в рамках разумного все-таки, в рамках логических норм и допустимых мер писать проект, бюджет-смету. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что за, допустим, 3 миллиона, что выделено на направление, например, ТОСа, по-моему, на ТОС как раз вот 3 миллиона у нас было, невозможно проложить асфальт хороший, качественный. Не будем голословно говорить о том, что да, мы это можем бить себе в грудь, но все-таки вот починить, может быть, дорогу в некоторых моментах, улучшить освещение, сделать хорошую, вот, например, аллею, или же там с тротуарами решить вопрос или же иного характера, да, это возможно, а вот именно вот что-то капитальное или что-то достаточно финансово затратное лучше не стоит. Также в методических указаниях было то, что не рекомендуется создание новых памятников, монументов, да, но это тоже на ваше усмотрение. Вы можете, например, в рамках вашей заявки и проекта все это заложить, но самое главное, как вы его обоснуете, да? И в зависимости, как эксперт все это будет оценивать. Как распределяется сумма гранта в направлении, если несколько НКО получили максимальные баллы, а их общая сумма больше, чем сумма в направлении? Как раз про это в указе прописано, да, порядок. То есть, например,
на одно направление 3 миллиона подались там несколько проектов. У первого проекта запрашиваемая сумма там 1,5 миллиона, у второго проекта 1 миллион, да, и по направлению остается остаток 500 тысяч, например. А у третьего проекта запрашиваемая сумма больше, чем 500 тысяч. Тогда организация имеет право отказаться, да, от гранта или может согласиться при этом на меньшую сумму, если с таким бюджетом можно реализовать вообще вот этот проект. Насколько я помню, там есть такой пункт, что они могут, в принципе, сократить проект до рамок этой суммы. Это, в принципе, да, но это в зависимости от того, что, например, если вы заявились с проектом на 1,5 миллиона запрашиваемую сумму, да, а вам говорят, например, на 500 тысяч, то есть на целый миллион сократить, да, проект, бюджет проекта. Если, например, вы на целый миллион сократите бюджет проекта, у вас уже этот проект невозможно будет реализовать вообще. Да, практически. Да. Ну и стоит понимать, что там есть также такой момент, пункт, что при равенстве баллов тот проект, который подали раньше по сроку, он будет иметь больше вес, у него будет некоторое преимущество, поэтому старайтесь не подаваться в последний день, постарайтесь подаваться все-таки заранее. О конкурсе грантов главы мы все знали уже заранее, и я думаю, на моем личном опыте я знаю, что очень много организаций готовились к этому конкурсу уже заранее, очень много материалов были собраны, поэтому конкуренция будет достаточно высокой, поэтому готовьтесь к этому моменту. Софинансирование входит в стоимость проекта. Да, софинансирование входит в общую стоимость проекта. Да. Бюджет проекта – это стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте. Средства гранта, то есть это запрашиваемая сумма и плюс софинансирование, все это бюджет проекта в общем. Запрашиваемая сумма – это именно сколько средств вы запрашиваете у конкурса, да? Да. В рамках конкурсной заявки. Да, грантового конкурса. В рамках грантового конкурса. Если в принципе, если вопрос закончится, вы можете, в принципе, задать вопрос голосом. Можем отработать, в принципе, и так. Я думаю, может быть, в Инстаграме нету вопросов, да? Да, если еще на YouTube платформе есть вопросы, мы также готовы ответить. На данный момент мы ответили по вопросам, которые у нас поступили через Zoom. Так что, если вы хотите задать вопрос голосом, если у вас есть такое желание, вы также можете дать нам определенный сигнал, если как таковая есть. Если вопросы, в принципе, кончились, я думаю, мы можем подытожить некий итог, да? Мы постарались максимально подробно рассказать вам о наиболее актуальных, интересующих вопросах, которые сейчас появились, с которыми к нам постоянно выходят. Мы постарались все эти моменты осветить. Так или иначе, записи вебинаров, как мы уже говорили, будут у нас на сайте, непосредственно у нас на YouTube платформе. Они будут доступны, поэтому если у вас будут какие-то моменты, которые вы, может быть, упустили, пропустили, вы можете их также посмотреть, там что-то, какой-то комментарий. Да. Вопрос поступил, хорошо. Да, организация может подать несколько заявок, но тут есть момент, что организация не может подавать одну и ту же заявку по нескольким направлениям, и он не может подавать две разные заявки по одному направлению. То есть по каждому направлению должна быть своя заявка, своя определенная. И они не должны повторяться, и не должно быть так, чтобы в одном направлении было несколько заявок. Так, задают вопрос.
Вопрос такой, вот Лига женщин в прошлом году участвовали в гранте, выиграли. Отчет будет в августе. Мы можем участвовать в этом году? Вы именно выиграли в грант главы, да? Так, грант главы, да, грант главы, да. Грант главы 2020 год. Да, тут есть определенный И момент. у вас финансирование по этому проекту за какой отчетный период получается? В 2020 году? Получается, в декабре должна отчет написать. Ага. В августе. То есть до августа у вас реализация проекта? Ну да. Ага. Ну тут, получается, надо уточнить у уполномоченного органа, да, но в указе прописано, что нету финансирования за этот отчетный период и год, получается, за 2021. А те средства у вас были за 2020 год и поступили полностью в 2020 году, да? Ну да, видимо. Угу. Ну, момент, видите, такой достаточно тонкий, потому что бывает так, что некоторые организации берут, ну, по получению субсидий. А у вас задолженности по проекту по вот этому нету, получается, да? Не должно быть. Ну, это лучше у самого Министерства молодежи уточнить тогда. Хорошо. Угу. То есть, если вы не разделяли получение субсидий на несколько периодов, например, на 2020 год и на 2021 год, то в принципе, в теории у вас есть возможность участия в конкурсе. Этот момент надо уточнить непосредственно с Министерством по делам молодежи, потому что с ними вы составляли договор получения средств и реализации этих проектов. И в этом моменте, конечно же, есть такие вот более глубинные аспекты, на которых мы вряд ли сможем ответить, не имея достаточной информации. Ну, лучше уточнить у уполномоченного органа. Там еще вопросы есть? Да. Из Москвы. На сайте налоговой не работает реестр дисквалифицированных лиц. Где взять информацию? Давай, может быть, этот вопрос запишем. Прямо сейчас я вряд ли могу ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, нужно обратиться в саму налоговую с запросом, да, и вы сами, наверное, знаете, что вы не состоите в этом реестре, и как раз в форме заявки вы, там, где вот вы загружаете форму заявки, согласие, вы там подтверждаете, что вы не состоите в этом реестре. Валериан, вы оставили, да, информацию, выходные ваши данные, чтобы мы могли на вас выйти. Давайте мы этот вопрос уточним сейчас тоже, попробуем узнать. Может быть так, что просто на текущий момент были некоторые неполадки, или же в некоторых браузерах бывает не отображается некоторая информация, может быть тогда она есть, просто не смогли ее найти. Вот. А еще вопрос. Отчет по гранту, еще раз вы повторите, пожалуйста, этот момент. Отчет по гранту, в какой форме он должен быть? Отчет по грантам главы, получается, надо тоже у уполномоченного органа уточнять, да? То есть вы полностью им отчитываетесь по средствам гранта. В этом году отчет они на портале, да, должны? Отчет с прошлого года, в принципе, проводится на портале. Собственно, для этого весь портал и этот и существует. Однако при составлении договора, соглашения, есть такой момент, как форма отчетности. И непосредственно на сайте или же в бумажном виде есть эта форма отчетности. В 2019 году, когда Министерство молодежи проводило конкурс, еще когда сайта как такого не было, в договоре, во всяком случае, это предложение было. Форма отчетности, которая состояла из множества пунктов. Это как и количественно-качественные показатели, аналитический отчет и финансовый отчет отдельно. Поэтому в данном случае, во всяком случае, все пытались привести в соответствие с сайтом фонда, ну, с
техническими характеристиками фонда президентских грантов, поэтому отчетность ведется непосредственно на сайте. Загружаете документы, сканы и аналитический отчет на сайт, и там уже, собственно, уполномоченный орган проверяет. Если у вас существуют некоторые проблемы с сайтом в области заполнения заявок, потому что с такими моментами мы пару раз сталкивались из-за технических неполадок самого сайта, то надо звонить, да, уже непосредственно в уполномоченный орган, потому что они, в принципе, могут и нарочно взять. То есть прием отчетности выполняет уполномоченный орган. Коллеги, добавлю, да? Угу. Да, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра. Отвечая на предыдущий вопрос, прошлогодние победители, то есть победители прошлого конкурса в 2020 году, вы абсолютно имеете право принять участие в этом году, никаких ограничений не имеется. Это вот первое. Во-вторых, по отчетности. Любой конкурс по грантам и по субсидиям имеет отчетность, аналитическую или содержательную отчетность, либо финансовую отчетность. И как ответили коллеги, вы когда будут оглашены имена победителей, то, естественно, уполномоченный орган по организации проведения конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества, как уполномоченный орган, определенный указом главы Республики Саха-Якутия, с вами заключает договор, то есть соглашение по предоставлению гранта на реализацию социального проекта, который стал победителем. И там уже определяются сроки отчетности и отчетные обязательства. И там будет четко прописаны, какие документы, когда вы предоставляете. Прошлогодние победители у нас предоставляют отчетность один раз на конец конкурса, но это не говорит о том, что вы сдали отчетность и к вам других вопросов нет. Как раз таки, когда вы сдаете документы, ваш же документ попадает в финансовые аналитические отделы, которые проверяются. И действительно, к вам могут быть вопросы по мере поступления замечаний. Вот. И когда вы подпишете соглашение, будет понятно. Если ситуация у вас во время реализации проекта появляются какие-то обстоятельства, тот же пандемия, которая произошла у нас и продолжается у нас в текущем году, то вы действительно подписываете дополнительное соглашение. Самое главное, вы действительно берете обязательства финансовые и аналитические, и вы, самое главное, должны быть открыты, доступны с вашим грантодателем. Действительно, вот как сказали наши эксперты, самое главное, действительно, как некоммерческая организация, прежде всего вы должны быть открыты, доступны и действительно сохранять свой имидж, да, действительно осуществлять свою деятельность на благо реализации, вообще решения проблем ваших целевых групп и благополучателей. Спасибо. Ага, спасибо, Надежда. Так. Тут еще поступил вопрос. Я из Москвы, занимаюсь образовательными лагерями. 30 лет жил в Якутии. Могу я участвовать в получении грантов в Якутии? На этот вопрос я могу ответить. Да. Посмотрите, зайдите, пожалуйста. Сейчас я попрошу администратора повторить контактные данные нашего единого ресурсного центра. Есть на YouTube-канале размещен наш предыдущий вебинар, который прошел 11 мая на этой неделе во вторник. И, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указом, новейшим указом, который вышел 26 апреля этого года, да, о внесении изменений в предыдущий указ главы республики по грантам. Там четко прописано, в этом году нововведения введены в части того, что некоммерческая организация, участник конкурса гранта главы республики Саха-Якутия, обязательно должны быть зарегистрированы на территории республики Саха-Якутия, то есть управление Министерства юстиции Российской Федерации по республике Саха-Якутия, и должны осуществлять свою деятельность на территории республики Саха-Якутия. Поэтому, если вы попадаете по этим двум критериям, то вы смело можете принимать участие. Спасибо. Так, если являемся победителями гранта президента РФ в этом году, вы можете участвовать в грантах главы Ильдархан, да, в 2021 году, если вы являетесь победителями грантов президента РФ. Можете участвовать. Если... Так, также... От НКО только можно подать на один грант, да? На один грантовый конкурс имеете в виду или направление? Да. На один грантовый конкурс. Коллеги, разграничивайте понятия. Мы пишем заявку на реализацию социального проекта. Скорее всего, у вас вопрос на один социальный проект.
на одно направление, одна некоммерческая организация может подать один только проект. Если вы имеете желание и ваше направление деятельности по уставу соответствует для подачи несколько проектов, то у вас должна быть подача заявок на разные направления. Хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Ага, да. Вот, это я из Москвы. У меня вот вопрос такой. У меня в Якутске есть своя команда. Вот, то есть я так понимаю, что они сами могут подать. Вот, но, скажем так, там достаточно много делаю работы я. Вот, то есть, как бы, меня могут там заявить в этой заявке. Ага. Андрей, очень приятно. Хотели уточнить момент. Организация-заявитель с этим проектом зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Саха-Якутия или же в другом месте? Нет, она зарегистрирована в республике. Это однозначно, просто я говорю, вот я сейчас как бы живу, работаю в Москве. Вы можете быть частью команды проекта, да, помогать в реализации проекта, это само собой разумеющееся. Единственный момент, и, конечно же, остается только то, что вам придется, наверное, периодически ездить в Якутск и реализовывать эти собственные С проекты. удовольствием, я там отдыхаю. Ага, хорошо, Я отлично. прошлым летом для этой цели приезжал, вот, чтобы, скажем так, найти места для этих лагерей и так далее. В этом году мы их уже откроем. Вот. Если с юридической Можно. точки зрения, да, у вас нет никаких ограничений, то, конечно же, да, это возможно. То есть команда проекта не ограничена территориально, в всяком случае, вы можете быть и из Москвы тоже. Так, то есть, значит, мы можем включить, значит, представителей из других городов. Можете включить представителей из других городов, как привлекаемые специалисты можете, да? Как, на ваше усмотрение, какой функционал у него будет именно в проекте? Да, единственное, стоит понимать, что команда проекта это люди, которые будут так или иначе касаться реализации проекта. То есть, если это человек, который просто для галочки, то смысл его добавлять. И, например, будет со стороны составления бюджета, да? То есть вы говорите, что у вас руководитель проекта, например, человек, который находится в Москве или в другом городе, и, например, залаживаете ему заработную плату на 12 месяцев в течение, например, всего периода проекта, да, то у эксперта могут поступить вопросы, что вот он будет, например, с Москвы, да, или вообще с другого города, постоянно ли именно вот заявленный функционал, сможет ли он выполнять его в полной мере. Только по вот этим могут возникнуть вопросы, а так вы можете включать в команду или привлекать любых специалистов, которые вам требуются. Стоит понимать, что ваши заявки будут оценивать эксперты. Эксперты в первую очередь это люди, это человек, и он, как ни странно, все-таки умеет думать, мыслить. Вопрос, и логически если делать проложить выводы. водосток в проблемных местах, где большое скопление талых вод, это входит по направлению благоустройства? Я думаю, что входит, и в зависимости от также, получается, от обоснования, да, и вообще по смыслу проекта. Водосток это же водосток. Да. Как он может быть капитальным строением? Да, капитальная реконструкция это именно вот конструкция там теплогазоснабжения, например, может быть какой-то пристрой, да, и так далее. Так, погоди, это где? По строительству памятников, если проводится благоустройство сквера, есть возможность участия в конкурсе. Спасибо. Можете поучаствовать в конкурсе, если это именно вот благоустройство имеющегося сквера, да, прямых запретов на благоустройство и строительство памятников нету. Тоже в зависимости от смысла проекта, да, и обоснования. Вопрос можно? Да, можно.
Добрый день. И приятного аппетита, Галина Георгиевна, очень аппетитный. Кушает аппетитно. Добрый день, У Иван. меня такой вопрос. Я и так не понял, капитальное строительство, а как по-другому еще быстро возводимые инфраструктуры, это как, из чего у нас должно быть сделано? Вот если я хочу участвовать для строительства гаража для пожарной техники. Ну, Ну вот, строительство гаража для пожарной техники, я думаю, это уже капитальное строительство. То есть он непосредственно связан с участком земли, да? То есть гараж турархиддах болар буллади. Вы должны туда подводить электричество, отопление и так далее. И это уже капитальное строение отдельного здания. На вот такие расходы, гранты главы, расходы запрещены. Иван, мы ответили на ваш вопрос? Ага. Спасибо. Ну, уже. Да, все. Еще есть вопросы, да, у кого-нибудь, у участников? Все, что было в чате, мы ответили. Так, ну если вопросов нет, то я думаю, в принципе, можно уже заканчивать. Если у вас появятся какие-либо вопросы уже в процессе непосредственно написания вашей заявки, вы можете вы можете позвонить нам по этому номеру или же написать нам на сайте, обратиться непосредственно к специалистам. Мы постараемся уже в ходе вашего, непосредственно написания вашего проекта постараемся помочь. На этом, я думаю, мы можем уже закругляться всем. Вопрос можно, да? Вопрос? Да, можно. Да. Так, вот, например, направление 14, да, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта, сумма там указана одна, а тематик 18, 18 положим, да, и вот эта сумма общая делится на 18 тем, да? Конечно. Ну, это сумма, которая выделена на вот это направление. А тематики это, получается, именно ваши ориентиры, да, какой проект с каким смыслом вы можете, например, написать и подать. То есть по одному направлению может быть, например, несколько заявок по одной и той же тематике, или наоборот, по вашей тематике, например, может и не быть. То есть это именно по направлению. А как рассчитывать сумму, когда мы будем расписывать, распределять? На какую сумму тогда? Делим вот на 18 тем Нет. сумму? Ну, Вы не делите на 18, тут прописаны лимиты именно сумма по направлениям. Вы можете податься хоть на все 3 миллиона, да, можете на 1 миллион податься или на 500 тысяч. Это именно зависит только от вас и от вашего проекта. всё. Спасибо. Ну, я думаю, в принципе, мы ответили на все Да, интересующие вас сохраните вопросы, все наши контакты, звоните, пишите, мы консультируем, да, по будням с 10 до 6. до 10 до 6, онлайн-консультации можно по телефону, по WhatsApp, по почте и так далее. Все, всем спасибо, да, всем спасибо за участие, до скорых встреч. Всего доброго. Ага, и обязательно, и тем, кто оставил свои электронные почты и адреса, мы обязательно отправим материалы. И также будем отправлять периодические рассылки на следующие наши обучающие вебинары и мероприятия. А вы можете нас всех включить в WhatsApp-группу? Ой, у нас такого нету. WhatsApp-группу мы не делаем. Мы рассылаем по почте, да, письма, рассылки. И по WhatsApp всем индивидуально. Хорошо. Угу. Ну, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.